И этот выпуск мы начинаем с подробностей истории о задержании серийных воров, которые совершали кражи из офисов на территории Чувашии и Мариэл. Вычислили преступную группу чувашские полицейские, а затем передали информацию коллегам из соседнего региона. Подробности расскажет моя коллега Ольга Павлова. Две одинокие фигуры на пустынной ночной улице неподалеку от места преступления. Вот и все, чем поначалу располагали оперативники уголовного розыска по факту кражи из офиса по улице Водопроводной в Чебоксарах. В помещение, расположенное на первом этаже жилого дома, злоумышленники проникли ночью, отжав пластиковое стекло. Была похищена практически вся офисная техника, ноутбук и 2 моноблока, а также небольшая сумма денег из ящика стола. Ущерб составил порядка 65 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что, скорее всего, к совершению данного преступления причастны иногородние жители по почерку, так как у нас таких преступлений ранее не было на территории. В ходе проведения комплекса мероприятий была установлена автомашина, возможно, на которой передвигались подозреваемые. Когда стало ясно, что следы ведут в Мариэл, сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии поделились ценной информацией с коллегами. И очень помогли, так как молодые люди с аналогичными приметами совершили в соседнем регионе 2 десятка краж из офисных помещений. Зацепка с автомашиной подозреваемых, полученная из Чувашии, сыграла ключевую роль. Неуловимые гастролеры были задержаны и признали вину во всех хищениях, включая кражу из офиса фирмы в Чебоксарах. Думаю, что выбирали в тихих, спокойных, скажем, спальных районах города. Смотрели, чтобы не было сигнализации, решеток на окнах, первые этажи. Похищенное сдавалось в ломбарды на территории и нашей республики, и республики Мариэл. Ломбарды установлены. В ближайшее время похищенное имущество на сотни тысяч рублей будет возвращено потерпевшим.